Хангаласском Улусе взялись за мусорную проблему. Власти района рассматривают вариант закладывания свалок в землю путем проведения взрывных работ. В первую очередь это касается свалок, расположенных в равнинной части Улуса и переполненных. Подробности о том, как именно будет происходить этот процесс и насколько он вреден с точки зрения экологии, узнавала Виолетта Засимова. В каждой стране, в каждом регионе, городе, селе ищут свои способы решения мусорного вопроса. Хангаласский Улус не считается исключением. Здесь почти все свалки не обустроены должным образом и используются с отклонениями от санитарных требований. И вот недавно администрации района поступило предложение производить взрывы на территориях свалок. Затем в образовавшиеся котлованы глубиной 5 метров и шириной около 20 метров помещать весь накопленный годами мусор и закапывать. То, что мы закопаем, мы ее делаем чуть больше, объемом котлован делаем чуть больше, чем объем этой свалки. Потом будет прямо на бруствер заезжать самосвалы и будут всыпать этот мусор уже в котлован этот. Когда он заполнится, тогда он накрывается пленкой от внешних воздействий, дождя и так далее. И засыпается, закрывается полностью герметично, сантиметров 30 землей. В качестве объекта для апробации данного способа была выбрана Актемская свалка. И не случайно. Она расположена в равнинной части долины Эркени, что является проблемой, так как мусор с ровной местности под воздействием ветра разлетается на километры, тем самым загрязняя окружающую территорию. Мы надеемся на помощь ученых, что наша мерзлота может сыграть здесь нам на пользу, что это, может быть, не будет иметь такой экологический вред подрусловым водам, ну и ближайшей экологии, в том числе и почве, которая там находится. Возможно, против идеи закапывать свалки в землю выступят экологи. Руководство района учитывает подобный сценарий. Поэтому на следующую неделю намечена встреча в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, где будут обговорены все нюансы предлагаемого способа. Говорить о том, что это уже решенный вопрос, пока рано. Да, возможно, мы неправильной дорогой идем, но это лучше, чем сидеть и ждать, ну, грубо говоря, пока нам скажут, что делать, или кто-то придет и начнет наш мусор убирать. То есть мы в любом случае находимся в поиске сейчас, каким образом нам работать с этими свалками. Стоит добавить, что предлагаемые взрывы будут производиться лишь на тех свалках, которые находятся на безопасном расстоянии от населенных пунктов, а также если вблизи нет водоемов. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.